Ассалому алайкум бинандагони азиз. Барномаи зиндагӣ бе COVID-19 тақдим аз студияи марказии телевизиони Танин. Дӯстони гироми қадр, мо боз тасмим гирифтем ки як мавзӯи вижаеро дар робита ба COVID-19 интихоб кунем ва онро ба риштаи баррасӣ бекашем. дар меҳмонии мо ҳузур доранд хуб Замира Каримова, пизички бачагона аз ташкилоти ҷамъияти Рангин Камон. Меҳмони барномаро хуш омадед мегӯем, изҳори сипос мекунем ки даъвати моро пазируфта ба студияи мо бевосита ташриф овардед. Саломат бошед муаллимаҷон. Ва азизони дилу дида, пӯшида нест ки пас аз пайдо шудани бемории коронавируси нави COVID-19 дар тамоми дунё, ҷаҳон ба як анду мубаддал шуд, ба як анду рӯбарӯ шуд, мувоҷеҳ шуд ва Тоҷикистон низ аз ин дар канор нест. азизони дил, биёед дар оғози барнома бо ҳам як менигарем ба омори интиқолу паҳншавии COVID-19 дар тамоми дунё ва хосатан дар Тоҷикистон. хуб бинандагони азиз, дар имрӯза барнома мо ба шумо оид ба тартиби дурусти шустани дастҳо ва риояи гигиенаи шахсӣ маълумот хоҳем дод. боварӣ комил дорам ки муаллима баъзе аз норӯшаниҳое ки дар ин самт ҷой дорад рӯшанӣ меандозанд ва ба риштаи баррасӣ мекашанд. ва биёд муаллима, ман дар оғози барнома чун аз шумо пизички бачагона ёдовар шудам, ин чиз аслан тартиби дурусти шустани дастҳо бештар майл мегирад ба бачагон, чун бештар онҳо ба ин чиз ниёз доранд нисбат ба калонсолон. ва дар оғози барнома аз шумо пурсиданӣ будам ки кадом роҳҳои пешгирӣ аз сироятёбӣ ба вирусҳо, ба ҳар гуна бемориҳое ки бевосита ба дастҳо вобастагӣ дорад, масалан аз даст вобаста аст, аз тарзи дурусти шустани даст бастагӣ дорад. Агар иҷозат диҳед, ман ба забони русӣ гап занам, чунки тоҷик забон нестам ва камтар мушкилӣ мекашам ба суханронии тоҷикӣ. Как специалист по общественному здравоохранению, я, конечно, обеспокоена появлением этой новой вирусной инфекции. Да. Она, конечно, еще недостаточно изучена. Специалисты, врачи, ученые работают над этиологией, над патогенезом и другими свойствами этого вируса, но уже известны нам пути передачи этой болезни. Да. Значит, одним из путей передачи это является воздушно-капельный путь передачи и контактно-бытовой. Да. Если говорить о контактно-бытовом пути передачи, первоначально я бы хотела поговорить о наших руках. Что такое наши руки? Наши руки – это наше орудие труда, при помощи которого мы совершаем много действий, чтобы удовлетворить нашу жизнедеятельность человеческую. И существует категория болезней. В медицине существует термин болезни грязных рук. То есть это перечень болезней, которые передаются непосредственно через руки. Сюда входят инфекционные заболевания, диарейные заболевания, да, сюда входят кожные заболевания, болезни горла, глаз. То есть совершенно большое количество болезней, которые могут передаваться через грязные руки. Чем же способствуют наши руки? Во-первых, наши руки – это, как я сказала, орудие труда. Мы этими руками работаем, занимаемся, кушаем. Вся наша деятельность связана с руками. Во-вторых, наши руки – самая оголенная часть нашего тела. То есть почти мы всегда открытые у нас руки. Соответственно, они быстро загрязняются.
چون بیشتر استفاده میبریم از همه خوب узвеки بیشتر استفاده میشود. Мы в транспорте мы можем держать за поручни, в магазины заходим, работаем, совершаем какие-то дела. Все это с руками, соответственно, наши руки чаще загрязняются. И, к сожалению, к большому сожалению, сейчас этот новый коронавирус, наверное, войдет в категорию болезней, передаваемых через руки. Значит, в категорию болезней грязных рук. Что касается воздушно-капельного пути передачи, это значит, что вирус может выделяться в окружающий воздух через посредство чихания, кашля и таким образом может заразить другого человека. Да. Теперь, что касается контактно-бытового пути, значит, так как наши руки часто загрязняются, и невооруженным глазом мы не можем увидеть, насколько наши руки загрязнены, потому что микробы и вирусы мы можем увидеть только под микроскопом. И для населения хотелось бы методом простой демонстрации показать, насколько наши руки загрязнены, в каких местах больше эти микробы скапливаются, чтобы потом показать эффективность мытья рук, правильного мытья рук с мылом в уничтожении или смывании этих микробов. Эту демонстрацию, конечно, мы обязательно должны будем показать, чтобы люди убедились, насколько эффективно мыть руки с мылом, чем просто водой. حتما معلم عزیز در دوام برنامه اوید با ترتیب درستی شستن دست ها خب بیرون از استودیو حتما این بخش رو میبخشیم و اینجا خب چون شما اینجا قید کردید که خب ویروس نیست طریقی انیخترش کرونا ویروس در برابر بعضی از ویروس های دیگر بعضی از باکتری ها طریقی هوای قطرگی میگذارد گفتیم. خب سازمان جهانی تندرستی نیز بارها گفت که این ویروس طریق هوایی خب قطرگی میگذارد. برای چه احتمالی طریق دستان ناشسته خب انتقال شدن که سرایت شدن همین ویروس بیشتر است؟ اصلا این ویروس باید که طریق وقتی مثلا صحبت کردن، مکاتبه کردن و نزدیک بودن مسافه اجتماعی باید گذارد، چون طریق هوای قطرگی میگذارد. Ну, доказано, что структура этого вируса, она крупная, она быстро оседает на поверхность, и вероятность заражения воздушно-капельным путем, конечно, большая. Если мы находимся в местах скопления людей, если мы находимся в общественном транспорте, где невозможно соблюдать физическую дистанцию, или когда мы ухаживаем за больным человеком, вероятность заражения очень большая. Люди, конечно, которые находятся на улице, если соблюдают физическое расстояние в пределах 1,5–2 метра, возможность заражения может быть меньше, как утверждают ученые. На свежем воздухе даже ношение маски даже не рекомендуется, потому что свежий воздух – это одно из лечебных процедур для нашего организма. Вот. Но в общественных местах, в магазинах, в транспорте, конечно, следует носить маски, правильно носить маски. Человек, который чихает или кашляет, тоже должен соблюдать определенные правила. Например, носить с собой салфетку. Но, к сожалению, не всегда люди могут носить эту салфетку, поэтому я и детишек учу, и родителям говорю, учите детей чихать в локоть. Вот таким образом нужно чихать либо кашлять. Во-первых, мы не загрязняем свои руки, когда мы закрываемся во время чихания. Во-вторых, на одежде этот вирус быстро высыхает и погибает. و همچنین سازمان جهانی تندرستی نیز توصیه می‌دهد که با خود اگر امکانیت داشته باشید شرف گرفته گردید که اگر هنگامی مثلا خب عطسه دادن یا سرفه کردن اگر دهان خود را با شرف پنهان کنید این نه تنها خب دستان شما رو حفظ میکند، همچنین نفری که در نزد شما هست یا که در همون نزدیکی ها هست اون نفر رو نیز از احتمال سرایت یابی به ویروسی که شاید شما سرایت یافته باشید کم میکند.
Совершенно верно, но существуют условия такие обязательные, то одноразовые масочки, например, нельзя использовать больше 2 часов. А шарфы, которые мы пользуемся, мы обязательно должны потом обрабатывать по приходу домой. То есть все должно быть, либо маска должна быть утилизована правильно, либо этот шарфик должен быть выстиран и уже убедиться, что этот вирус не остался на поверхности этого шарфа. خب تشکر زیاد. سلامت باشید معلم عزیز. دوستان گرامی قدر بار دیگر خاطررسان میکنم در مهمانی ما حضور دارند خب زمیره کریم و پزشکی بچگانه از تشکیلات جمعیتی رنگین کمان. عزیزان دل حالا فرصت آن رسیده است که با هم یک گزارش ویژه که همکاران ما اینجا آماده کردن تماشا کنیم، پس از آن برمیگردیم سر اصلی مسئله و با شما برنامه را ادامه میدیم. бемории коронавирус пас аз ҳамагӣ чанд моҳ шӯҳрати ҷаҳонӣ гирифт ва дар тамоми манотиқи олам барои ҷилавгирӣ аз ин дарди ҳамагир кӯшишҳо ба харҷ дода мешуд. дар оғоз мардум ва ҳатто сарони баъзандавлатҳо ин бемориро ҷуз овоза ва таҳфили манфиатҳои дигарон беш надониста бошанд ҳам, аммо бо гузашти вақт вируси COVID-19 таъсири манфии худро гузошт. натиҷаи сангини ин беморӣ марги зиёд, поёнравии иқтисодиёт, манъи парвозҳо ва дар ниҳоят баста шудани сарҳадҳо шуд. дар тоҷикистон аз рӯзи аввали эътирофи сироятёбӣ аз коронавирус то ба имрӯз дар тамоми қишри ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳӣ идома дорад. ташкилоту муассисаҳо, гурӯҳҳои эҷодӣ, телевизионҳо, студияҳои хусусӣ ва давлатӣ роликҳои тарғиботӣ ки асосан аз сироятёбии коронавирус ҷилавгирӣ мекунанд, сабту таҳия карданд ва фазои воқеиву маҷозиро фаро гирифтанд. ҳатто гурӯҳҳо аз ташкилоту муассисаҳо барои корҳои фаҳмондадиҳӣ ба кӯчаҳо баромада бо мардум рӯ ба рӯ суҳбат меоростанд. бо вуҷуди корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ имрӯзҳо дар кӯчаҳо мушоҳида мешавад ки ҳамаи мардум қоидаҳои беҳдоштиро риоя намекунанд. бояд тазаккур дод ки бемории коронавирус ба пуррагӣ аз байн нарафтааст ва риоя накардани қоидаҳои санитарӣ ва гигиенӣ метавонад оқибатҳои мудҳишро ба бор орад. خوب بینندگان عزیز تشکر زیاد میگویم که از ما دور نمیروید، ما رو همیشه پیگیری میکنید. ما نیز به خاطر شما، به خاطر زندگی بهبود شما تلاش میکنیم. و اینجا معلم عزیز یک مسئله دیگر است. خوب این چیز رو خود سازمان جهانی تندرستی نیز توصیه داده است. وزارت خوب بهداشت جمهوری تاجیکستان نیز به واسطه بارها طریق دستورهای مخصوص، طریق کاغذهای ورقه‌های گوناگونی فهماندهی این چیز رو توصیه میدهد. در آن گفته شده است که با دستان ناشسته به دهان و بینی و چشم رسیدن ممکن نیست. برای چی محض با دستان ناشسته در وضعیت فعلی یا که گذشته از این در دیگر وضعیت ها هم گفته میتونید که برای چی با دستان ناشسته، با دستان شاید افلاس، شاید با دستان خب پر از خب میکروب و باکتری ها به چشم و دهان و بینی رسیدن ممکن نیست. Наша кожа обладает очень хорошими защитными свойствами. Через кожу этот вирус не проникает. Он проникает только через слизистую оболочку. А наши глаза, наш нос и рот имеют слизистую оболочку, которая восприимчива к этому вирусу. И во время, когда мы трем глаза, или, например, дотрагиваемся до носа, или, например, до рта, у нас вероятность заражения этим вирусом очень высокая, потому что слизистая оболочка, она менее защищена по сравнению с кожей. خب تشکر زیاد. سلامت باشید معلم عزیز. بینندگان عزیز، خب حالا به شما قاعده های درست شستن دستان رو نشان میدم. اینجا یک چند اصول و شیوه های خاصی هست که برای پاک کردن دستان شما، تازه کردن دستان شما از خب ویروس و میکروب ها حتما اجرایش این قاعده ها ضرور است. حالا ما بیرون میشیم از استودیوی مرکزی و به شما ترتیب درست شستن دستان رو نشان میدیم. بینندگان عزیز، ما حالا بیرون از استودیوی تلویزیونی قرار داریم و با شما همراه معلم چند قاعده های درست شستن دستان رو نشان میدهیم و با شما توصیه میدهیم که حتما این قاعده ها رو رعایت کنید، در عمل
ва худро аз иродёбӣ ба ҳар гуна вирусҳо аз ҷумла коронавирус ҳифз кунед. Марҳамат муаллима, лутфан мегуфтед ки инҷо чанд қоидаҳои дурусти шустани дастон мавҷуд аст? Я хочу методом демонстрации показать технику правильного мытья рук с мылом. Особенно этому надо учить детишек наших. Но вначале я буду сказать, что наша кожа обладает уникальными свойствами. Первое свойство – это выработка жира. Для чего нам жир нужен для кожи? Во-первых, мы не переохлаждаемся, когда выделяет кожа жир, увлажняет нашу кожу и обладает защитными свойствами. Вторая функция кожи – это потоотделение. То есть, когда мы потеем, мы охлаждаемся, наше тело охлаждается и выделяются шлаки. Вот эти две функции кожи способствуют прикреплению к нашим рукам, к частям тела большого количества микробов и вирусов. Посмотрите, что происходит. Значит, как я сказала, наше тело вырабатывает жир. Это просто намоиш, барой намоиш. На самом деле, то индередже бисёрни, барой микробой нишондодан. На самом деле мы невооруженным глазом микробы увидеть не можем. Сейчас я невооруженным глазом покажу вам, насколько много микробов у нас могут быть. Значит, когда мы работаем, когда мы что-то делаем, когда мы в общественном транспорте едем, потрогали поверхности, поработали дома, убрались, то наша кожа выделила и жир, и пот. Следовательно, микробов прилипает к ним много. Понимаете? Да. Вот этот песок, он будет означать микроорганизмы. Сейчас я покажу. Посмотрите на свои руки. Вы видите свои микробы? Свои руки. Посмотрите. Да, микробов не видно. Но вот этот песок, он будет нам показывать, насколько на наших руках много микроорганизмов. Посмотрите, вот эти песчинки, это и есть наши микробы и вирусы. Вы можете сказать, где их больше? Совершенно верно. Микробы еще больше задерживаются на складках кожи, между пальцами и под ногтями. Да, под ногтями. Вот если посмотреть, давайте сравним ваши руки. Вот сейчас на ваших руках вот столько же микробов, миллиарды болезнетворных микробов. Да, мы их не видим. Но при помощи вот этого песка я сейчас хочу вас убедить, что на самом деле миллиарды микробов у нас на руках имеются. Что происходит, когда мы спешим, когда мы не соблюдаем правила мытья рук, когда нам надо быстренько помыть руки и успокоить себя, что я помыла руки? Давайте посмотрим. Да. Вот мы спешим, мы быстренько моем руки, успокаиваемся и начинаем либо кушать, либо кормить ребенка. Посмотрите, остались ли у нас микробы? Где остались микробы? На складках кожи, да. Да, между пальцами, между ногтями. Да, то есть мы сами себя успокоили. Я помыла руки, но на самом деле вот столько микробов у нас на руках осталось. То есть если мы такими руками покушаем или, например, покормим ребенка, то обязательно такой ребенок может заболеть или мы сами заболеем. То есть мы не смыли все микробы. А теперь посмотрим, как правильно надо мыть руки с мылом и сравним эти руки с руками, которые мы помыли правильно. Значит, для того, чтобы правильно технику мытья рук, первый шаг у нас называется намыливание. Почему намыливание? То есть мы должны сделать очень много пены. Основная функция мыла – это смывание микробов при помощи пены. Может быть, существует бактериоцидные мыло, которое убивает. Но основная функция мыла – это смывание микробов. Значит, мы хорошенько намылили. Первый шаг – намыливание. То есть сделать много-много пены.
Второй шаг. Мы моем пальцы с внутренней стороны. С внутренней стороны. Это называется второй шаг. Аздарун. Моли дани панджахо. یعنی Бани панджахо аздарун. محض کردن. Аздарун молидан. Чунки мохоли гуфтинку. Но бани панджахо бисёр мемонат гуфтан. Третий шаг. Когда мы сеем. Моли дани панджахо азберун. Азберун. То есть тогда мы помыли ладони и пальцы. Теперь с тыльной стороны мы моем руки. Это третий шаг. Какой палец у нас остался немытый? Четвертый шаг – большой палец. Мы моем, намыливаем большой палец. Это четвертый шаг с обеих сторон. در واقع وقتی با هم سویش دادن پنجه ها خب پنجه کلونی اینجا میموند. Да. Это был четвертый шаг. Пятый шаг – намыливание запястий. Запястье. Банди дастон. Банди дастон. Ин панджом кадам. Вашашом кадам. Шестой шаг. Намыливание на ногтей. Ногтей. Вот таким образом. Мобайни каф. Ламс кадан ё совиш додан. Молиш додан. И смываем. Все это смываем. Основная функция мыла – это смыть эти микробы и вирусы. Смыть. Может быть, не убить, но смыть. Да. Шушта партофтан. И каждый человек должен иметь свое индивидуальное полотенце, которым он должен вытереть свои руки. معلم عزیز گفتیم همین پراتسیس یا جریان دستشویی باید که یگان خوب مهلتی معین داشته باشد مثلا 10 ثانیه یا 20 ثانیه یا 60 ثانیه شاید И наш понимаешь, что до Мегузарам. А наклон сравните с теми руками, когда я помыла водой, и те руки, которые я помыла мылом. Есть, остались у нас, как вы думаете, микробы? بندشی من حالا هم هست قسمی زیادشون شسته شدن لیکن به هر صورت بندشی من با هست. Но, по крайней мере, этими руками мы спокойно можем покушать и не бояться, что мы заразимся. Значит, во время харьякта кадам кардагенда я детей учу так. Намылила, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким образом можно длительность намыливания увеличить. То есть, это ребеночку будет игра. Дети обычно любят возиться с мылом, а когда мы их вот так правильно будем учить и еще считалочку делать, для них это будет забава, и они научатся и запомнят эти шаги мытья рук, и для них будет считалочка. بله خوب معلم عزیز بغیر از با صابون شستن دستان خوب با در نظر داشتی وضعیت‌های گوناگون بعضی نفران هستند که در روزی دراز در بازار می‌نشینند یا که در دیگر جاها در جای کار و احتمال است که همیشه با صابون شستن دست امکان نداره یعنی شرایط وجود نداره اونجا باز کدام راه‌های آلترناتیوی پاککاری دستان تازه کردن دستان خب اینجا وجود داره Конечно, желательно, конечно, мыть руки с мылом, по мере возможности искать эти пути, но если нет таких условий, то, конечно, пользоваться антисептическими средствами, влажными, желательно антибактериальными салфетками и желательно не трогать лицо, особенно глаза, нос и ротовую полость, потому что я, как говорила, слизистая оболочка очень восприимчива к этому вирусу. خب یک جهان تشکر سلامت باشید معلم عزیز اینجا ما باز خب برمیگردیم به استودیوی مرکزی و با شما برنامه رو اونجا ادامه میدیم. عزیزان دل ما برگشتیم به استودیوی مرکزی و با معلم عزیز بررسی ها رو باز ادامه میدیم. خب معلم اینجا در شبکه‌های اجتماعی بعضی از آوازها و خبرها خب نمیدونم چندان اساسی خب قوی دارند چندان درست هستند 5 تا سوده است از جمله در بعضی از آوازها گفته می شود که با نمکاب شستن بینی خب ویروس ها رو
безарар мегардонанд, аз ҷумла коронавирусро. خب شما گفته میتونید که تا کجا این چیز درست است، در حالی که کرونا نمیدونم ترکیبش رو به فکرم در اول صحبت نیست شما قید کردید که عالمان حالا پورا ناموختن و خب باندیشی من تا جای شبهه برانگیز است که همین ویروس انختارش کرونا ویروس که حالا ترکیبش پورا آموخته نشده است و همچنین یک ویروس بسیار مرکب شهرت پیدا کرده است با نمک بی‌ضرر شده. На самом деле солевой раствор всегда был полезен. Солевой раствор назначается при любых острых респираторных инфекциях. Он способствует, как говорят врачи, вымыванию, но основное действие солевого раствора – это набухание клетки. Когда мы полощем, то клетка либо слизистой, либо самого вируса набухает, то есть он вызывает застой воды в клетке. Вследствие этого клетка разрушается. Да. И действие солевого раствора тоже направлено на разрушение клетки этого вируса. Потому что вследствие этого солевого раствора клетка вируса тоже набухает, и она может разрушиться. Очень полезная вещь. Да. Конечно, да. И, во-первых, это увлажнение, во-вторых, промывание, в-третьих, может быть какое-то частичное и разрушение клетки вируса. خب تشکر زیاد بینندگان عزیز، برنامه زندگی به کووید 19 ادامه یابد و اینجا زمیره کریم و پزشکی بچگانه با مسئله ترتیب درست شستن دستان و رعایت قاعده‌های گیگینی روشنی انداخته شدند. اینجا باز یک خب سوال دیگر است. رعایت نشدن مسافه اجتماعی است و بعداً مسافه حالا در صحبت بیرون از خب استودیوی شما قید کردید مسافه فیزیکی. درباره همین چی گفتنی بود؟ Ну, одним из методов профилактики называют социальную дистанцию. Я немножко не согласна с этим термином. Мне кажется, социальная дистанция это касается каких-то сообществ, социальных каких-то сфер. Я бы лучше назвала это физическая дистанция. То есть дистанция, которая должна соблюдаться между людьми при нахождении в общественных местах, при нахождении в общественном транспорте. То есть физическая дистанция это подразумевает расстояние между людьми не менее 1,5-2 метров, что, конечно, способствует меньшему заражению человека, чем если он находится близко к человеку. Сейчас вот известно, что есть люди, бессимптомно переносящие этот вирус, которые могут быть заразны, но в то же время не болеют. В этих случаях физическая дистанция нам поможет не заразиться от этих людей. Конечно, во время ухода за больным человеком здесь уже физическую дистанцию соблюдать очень трудно, поэтому я рекомендую в этих случаях строгое ношение маски, которая должна быть очень правильно надета, изолирована, все должно быть, нос и рот должны быть изолированы. Каждые 2 часа надо уничтожать, утилизировать эту маску и частое мытье рук, правильное мытье рук с мылом с соблюдением 6 шагов мытья рук. تشکر زیاد و واقعا معلومه شما درست قید کردید که خب در این اواخر بنا به تحقیقاتی که عالمان طب انجام دادند کرونا ویروس شکل خود را تا جای دیگر کرده است. خب و به یگان نشانه به یگان سیمپتوم حتی این ویروس در ارگانیسم آدم ها خب هستی کرده شده است. بعضی از کشورهای عالم امروز در بعضی از کشورهای عالم انیختر از جمله در بعضی از کشورهای همسایه موج دوم کووید 19 خب با اوج آمده است و بنا به خبرهایی که طریق رسانه‌ها پخش شده ایستاده است در اکثر حالت اون به یگان نشانه گذاشته ایستاده است در ارگانیسم آدم. از این لحاظ رعایت مسافه نه کمتر از 2 متر حتمی است. نه تنها به خاطر حفظ سلامتی خود شما بلکه به خاطر حفظ سلامتی نزدیکان نفرانی که در اطراف هستند. خب معلم اینجا یک سوال دیگر است. بغیر از شستن دست امروز پوشیده است که هر یک نفر هر یک شهران هر یک خب انسان از بازارها از مغازه‌ها از رسته‌ها به واسطه ما چون موسم میوه است میوه ها خریداری میکنیم و استعمال میکنیم و تا زمانی که این میوه به دست ما میرسد تا زمانی که اون رو استعمال میکنیم احتمال است که اون از چند دست گذرد
масалан дасти деҳқон аст, дасти шояд дасти дум аст, дасти фурӯшанда аст ва чанд аст ва ҳеҷ кас кафолат дода наметавонад ки яке аз он нафарон хуб бо эҳтимоли зиёд шояд гирифтори ягон намуди беморӣ аз ҷумла ковид-19 бошад. дар ҳамин минвал гуфта метавонед ки тарзи дурусти шустани меваҳо, сабзавот чӣ гуна аст? Конечно, самым лучшим методом будет правильное мытье рук с мылом и обработка продуктов кипяченой водой. Но люди, которые торгуют на рынках, не имеют возможности помыть руки с мылом. Для этого существуют альтернативные методы обеззараживания рук. Это, например, наличие антисептика. Сейчас этого средства достаточно во всех аптеках, во всех магазинах. Можно купить это средство, которое поможет нам обработать хотя бы руки в течение какого-то периода времени, когда у нас нет возможности доступа к воде и к мылу. Существуют влажные салфетки антибактериальные. Насколько они защищают, конечно, это надо будет провести исследование. Даже если правильное мытье рук с мылом, если взять в совокупности всех мер защиты, даже правильное мытье рук с мылом защищает нас от заболеваний всего на 37%. Если, конечно, мы ведем здоровый образ жизни, если мы дышим чистым воздухом, если мы употребляем свежеприготовленную пищу, не загрязненную пестицидами, если мы дома у нас чистота и порядок, то в таком случае мы 100% можем себя защитить от инфекции любой. Но 37% это тоже немало. И если мы будем правильно мыть руки, уже 37% мы себя защитим от той или иной инфекции. Ташаккур зиёд. Агар ба таври фишурда карда гӯем барои хуб тоза пок кардани меваю сабзавотое ки мо аз бозорҳо мегирем, аз дастҳои гуногун мегирем, беҳтараш ин ки онро бо оби гарм ё оби ҷӯшонида шустан аст. Ҳамин тавр? Конечно. Опять-таки, вот, например, зелень. Зачастую зелень невозможно хорошо обработать. Я хочу остановиться на этом. И очень хорошая методика – это подержать нашу зелень в солевом растворе. Как я говорила, солевой раствор способствует набуханию клетки и разрыву этой клетки. То есть она набухает. Это один из методов. Фрукты и овощи, конечно, надо обрабатывать все-таки дома кипяченой водой. Но я сегодня была свидетелем того, что привезли хлеб в наш магазин, и водитель машины, автомашины, совершенно, да, не соблюдая никаких правил, он только что приехал, держал руль, там рычаги трогал, и этими же руками не завернутый хлеб заносит в магазин, а в магазине вот эти вот целлофановые двери, как они, и он дотрагивался этим хлебом до этого и положил на полку. Я, конечно, сделала замечание, но если все вот так вот будут безразлично относиться, мы, конечно, не поборем эту инфекцию, у нас она будет продолжаться. И каждый человек должен задуматься, а правильно ли я поступаю, а правильно ли я сейчас делаю, чтобы предотвратить эту болезнь у себя, у других, у своих родных и уменьшить это заболевание в нашей стране и во всем мире. Бале, ташаккур зиёд муаллима. Ва маҳз бинандагони азиз, пеш аз он ки як корро мекунем, бояд ки хуб андеша кунем ки оё ман дуруст карда истодам ва маҳз ҳамин аст. Биёд аз баҳри принсипе ки ё худ аз баҳри як шиор гӯям мешавад ки баъзеҳо барои худ онро интихоб карданд ки ба ман чӣ, аз баҳри ҳамин чиз мегузорем ва бо масъулият бар зидди ҳамин беморӣ мубориза мебарем. Хуб муаллим азиз, инҷо хуб ҳамкорони мо байни аҳолӣ як пурсиши афкори вижа доир ба ин масъала анҷом додан. Биёд бо ҳам ҳамин пурсиши афкорро тамошо мекунем, пас аз он бармегардем. масофаро риоя мекунем, дар ҷои ҷамътӣ кам мегардем, бо ниқоб мегардем, дастор ба маҳлули дезинфексия мекунем, ҳама хел рошқати худро муҳофизат мекунем, худ ва аҳли оиларо дар он чӣ муҳофизат мекунем. Гигиени шахсӣ ҳамаша ба ҷоова достем, кӯчуну бром достем, толка певай по необходимости меброем. Ҳамин. Ҳеҷ чӣ кардагим нема? Ҳеҷ чӣ накардаисида?
بپروا گشته به اهمیت اهمیت که دیگه ممنه من برای محافظت خودم اول نقاب گرفتم دکار دستور شستن بسیارتر در روزها همین عملتر ما سپیرت کدی وای میکنیم خلور کدی خانه هر پگری جابو خلور کدی پاک میکنن کیلنم پاک میکنن همین خیر عادت بریم سراز وای کدی چاشته دوش کده سونی خانه میداریم خیر اول اینکه با نقاب گشتم بی ضرورت به کوچه نبرآمدم دستان رو با صابون شستم پیوسته و از چوری بینایی که من کرده شده است اشتباه نکردم و برگزار نکردم حمایه همه گونه حمایه ده همه گونه ماسک دستشویی سلام علیک از دور از مسافه 1 متر همین خیلی کده وای کده میده ماسک داشته تا گشتن در که دست پوشه گشته هر و نیم ساعت دستم صابون کشته گشتن در کن آدم احتیاط کردن آدمه خودمه مسافه داشتن در کن هیچ خیلی راست خانه شدیم تمام خوب اینجا با هم پرسش افکار رو تماشا کردیم و دوستان گرامی قدر واقعا هر چیزی که ما اینجا در روی روزنه دیدیم این نظری شما و ما است و از این جای گریز نیست از این جای خوب این به خاطر ما این پرسش افکار رو پخش کردیم که ما سری آن اندیشه کنیم و قضاوت کنیم و معلم عزیز اینجا من با بعضی از نظرها با بعضی از خوب اندیشه هایی که ساکنان گفتن نظر فکندم و از بعضی از مناسبت نقطهش بعضی از نفران برخی از نفران بسیار نگران هستم و به فکرم این مسئله رو تنها سرسری میگیرند بعضی ها حتی نادیده میگیرند جو حتی بعضی از نفران قید کردند که من یگان چیز رو رعایت نکرده ایستادم من اهمیتم داده ایستادگیم چند اندیشه دارید شاید محض همین مناسبت ما است که خب مشکلی رو چگیلتر کرده ایستاده است. Конечно, молодые люди безответственно некоторые относятся к этой ситуации. Ситуация сложная. Умерло много людей. Умерли люди, которые, может быть, не планировали. Конечно, смерть нельзя планировать, но люди еще молодые, достаточно молодые, не планировавшие еще смерть, умерли от этой болезни. И такая безответственность очень опасна, потому что это приносит большое горе семьям, неподготовленным людям. И хотя все люди знают, что это надо делать, это совершенно несложные вещи. Помыть руки, носить маску правильно. Даже люди, которые носят эту маску, они ведь ее регулярно, постоянно носят, то есть не соблюдают тех правил, то есть через 2 часа надо уничтожать эту маску. Они считают, что они себя защищают. Знание одно, а практическое выполнение того, что мы говорим, это другое. Поэтому, если вы хотя бы знаете, что надо носить маску, то надо ее правильно носить и правильно утилизировать. Если вы моете руки с мылом, то обязательно надо знать правильную технику мытья рук, соблюдая 6 шагов. Если вы знаете, что надо соблюдать дистанцию, будьте добры, соблюдайте эту дистанцию. То есть все надо, даже знание, это не одно и то же действительно. Поэтому безответственность, конечно, это очень опасная вещь. معلم عزیز تشکر زیاد میگویم برای شما که خوب به واسطه آمدید به استودیو ما و زحمت کشیدید. تشکر زیاد. اینجا بسیاری از مسائل ها من باوری کامل دارم که خوب بینندگان عزیزی ما روشنی گرفتند و بسیاری از ماهیت بسیاری از مسائل ها خوب رو فهمیدند و سلامت باشید شما. خوب عزیزان دل در همین جا رسیدیم به فرجام برنامه. اگر همین برنامه ما یک ذره هم باشد برای حفظ سلامتی شما خوب اثر کرد، ما احساس میکنیم که کمتر هم باشد رسالت خدا را نزد شما اجرا کردیم. باقی قضاوت از هر یک شما. تنصیحت باشه.